Доброго дня зрителям канала, с вами Дмитрий Обзор. И сегодня я расскажу про необычайно талантливого певца и человека Александра Самсонова, Аи Уолла, и фильм, снятый в честь певца в 2014 году. Лично от себя скажу, что я большой поклонник певца и обожаю его творчество. До сих пор с удовольствием переслушиваю его песни, потому что его смысл песен глубокий и заставляет задуматься. Ведь нет бессмысленной песни, в которой ты захочешь возвращаться вновь и вновь. Александр родился 7 января 1978 году, вторым ребенком в семье Самсоновых в поселке Улахан-Аан Хангаласского района. С самого детства Александр любил петь. В школьные годы Александра к ним пришла работать новая учительница по музыке, и Александр, узнав, что она играет на гитаре, уговорил ее научить его. После гитара стала его любимым инструментом, в честь которого он даже написал песню. Первую песню Аи Уолла написал в 1993 году и спел на новогоднем празднике в своем селе. Он назывался «Манган Хар», а в последующем начал активно выступать на концертах. В 1994 году впервые появилась его болезнь, и ему пришлось перейти на домашнее обучение. Первый свой альбом он создал у себя дома. Впервые перед большой аудиторией Александр выступил в 1996 году на городском цехе, после чего стал узнаваемым и востребованным исполнителем на многих мероприятиях. В том же году он выступил на открытии первых международных игр «Дети Азии». Летом 1998 года, проходя общий конкурс, Александр поступил на факультет языка и культуры ЯГУ, ныне СУФУ, на отделение культурологии, но из-за болезни так и не смог выйти на учебу. И в том же году, в 20-летнем возрасте, на пике славы, его не стало с диагнозом капилляротоксикоз почечной формы в отделении реанимации. Но за недолгую жизнь Александр успел выпустить 2 альбома и несколько клипов и выступил с сольным концертом. В честь Аи Уолла ежегодно проходят конкурсы и концерты на малых и больших залах Якутии. И также отдельно расскажу о фильме Аи Уолла 2014 года. Режиссером выступил Эдуард Новиков, а продюсером Марьяна Скрыбыкина, которая по своей инициативе поставила фильм. А главную роль исполнил актер театра Гаврил Менкяров. Изначально фильм назывался «Беляхта Меха» из-за одноименной песни, потом просто «Беляхта», потом уже Аи Уолла. И интересный факт. Съемочная группа не раз замечала, что за ними наблюдала птица, а точнее сокол. Символ Хангаласского района – орел, а сам Александр Самсонов не раз отмечал, что во снах он стоит на скале и взлетает как орел. И постоянно рисовал птиц, и в последующем даже на концертах выполнял похожие движения на птиц. Но то, что сокол неоднократно появлялся и наблюдал за съемочной группой и за главным актером, очень символично. И хочется думать, что фильм благословен самим Александром Самсоновым. Фильм не документальный, а художественный, и для сущего интереса добавили антагонистов. Ильяна Павлова, которая сыграла завистливую певицу Эльвиру, у нее съемки начались с записи клипа для фильма. А песню, которую она исполнила, придумала певица якутской эстрады Варя Максима. А харизматичного бандита, который помогает Эльвире, сыграл актер Прокопий Данилов. Мать главного героя сыграла актриса Елена Румянцева, которая напрямую общалась с матерью Александра Самсонова и узнавала, какая она была в те времена, как выглядела, какая манера общения. И получилось у нее без фальши и без переигровки. Неплохо. Главную роль сыграл актер театра Гаврил Менкяров. Для исполнения роли актер подошел с ответственностью. Общался с родственниками и близкими Александра, чтобы узнать, каким был он при жизни. Также изучал его движения и манеру поведения для полного погружения в образ. И получилось у него, по моему мнению, очень даже убедительно. Съемки проходили на очень многих локациях, и нелегко было воссоздать Якутск тех времен, отмечает продюсер фильма. На многих сценах использовалась компьютерная графика.
Фильм сделан весьма достоверно, а главный герой таким же жизнерадостным и позитивным, который живет каждой секундой своей жизни. За такую работу съемочной группы и актеров гордость берет, что якутский кинематограф хорош не только в комедиях, но и в таких жанрах, как драма. Безусловно, фильм стоил зрительского внимания и получил немало положительных отзывов, ведь он не только для поклонников певца, но и для массового зрителя. Ведь нам нужно знать наших талантов и ставить их в пример подрастающему поколению, показать им, что не надо отчаиваться, а надо идти к своей цели, несмотря ни на что, как наш Александр Самсонов, АИ Вола.